принять себя в инвалидном кресле, но я так считаю, что проще, когда ты молодой, когда тебе там, я не знаю, 20 лет, когда ты только начинаешь свою взрослую жизнь. Я простыла очень сильно, попала под дождь 2 раза, и у меня было воспаление нерва, скорее всего, потому что я не могла поворачивать шею. У меня зубы очень сильно начали болеть. Начали выпадать волосы в это время у меня. Они клоками просто выходили. И периодически, каждый час нам надо подниматься, вот инвалидам-колясочникам, да, чтобы ослабить нагрузку на ягодичную мышцу. Вітаю, з вами Валярына і праект «Беларус беларусу». Ён для тых, хто мае патрэбу ў падтрымцы і для тых, хто хоча і можа падтрымаць. Ствараючы маленькія цуды штодня адзін для аднаго, у выніку мы ствараем вялікі цуд нашай будучай вольнай Беларусі. Сёння я раскажу вам гісторыю супрацоўніцы легендарнай кавярні «Інклюзіў Барыста» Вольгі Майхроўскай. У 2020 годзе Воля выязджала на інвалідным вазку, каб падтрымаць перадвыбарчую кампанію Віктара Бабарыкі. Яна разумела, што калі яе схопяць сілавікі, яна не зможа ўцячы. Але ўсё роўна выйшла, бо не магла маўчаць. У выніку яна зведала пераслед і была вымушаная эвакуявацца з радзімы. На чужыне яе напаткала новая хвароба. 1,5 месяца Воля ляжала без сілаў. Яна страціла ўсе валасы і схуднела на 15 кілаграмаў. Пасля Воля звярнулася да нас па дапамогу. Мы можам яе падтрымаць, бо воля мацнейшая за боль. Давайте паслухаем яе гісторыю. В 2020 году участвовала в предвыборной кампании Бабарика, так как я поддерживала все слова, все мысли, все идеи его. Это мне очень было близко. Даже один мой голос – это всегда тоже помощь огромная, правда? Но потом было преследование, и я вынуждена была покинуть Беларусь. Много показала бы фотографии, но у меня компьютер остался на Беларуси, который сюда никак не привезла. Планшет сломался, телефон сломался. Сейчас пользуюсь сына телефоном, но и купить пока нет возможности, да. Сёння ў беларускіх турмах знаходзіцца не менш за 79 палітвязняў, якія б маглі атрымаць статус асобы з інваліднасцю, калі б ім дазволілі прайсці адпаведную камісію. І гэта толькі верыфікаваныя асобы. Насамрэч іх значна больш. У Беларусі можна трапіць за краты папросту за тое, што прайшоў у шэрагах пратэстоўцаў, нават калі ты не можаш хадзіць. Я простыла очень сильно, попала под дождь 2 раза, и у меня было воспаление нерва, скорее всего, потому что я не могла поворачивать шею. У меня зубы очень сильно начали болеть. Я обратилась на Таборову в поликлинику. Мне там дали антибиотики, они были слабые. Мне ничего не помогало. И потом, в процессе этого, я начала болеть ангиной. И ангина у меня настолько была сильная, что были язвы на языке, во рту. Это была гнойная ангина. Дальше у меня была температура 40. Я не могла подниматься с кровати. Очень сильная слабость была. Ни парацетамол, ни антибиотики. Если потом, если она сбивалась, то на некоторое время, потом опять она была очень сильной, да. Начали выпадать волосы в это время у меня. Они клоками просто выходили. А в это время, когда я болела, так как, во-первых, я не могла есть, у меня были эти болячки везде, во рту, то я потеряла с 15 килограмм, скорее всего. И вот это обострилось у меня, пролежень обострился очень сильно. Он у меня был совсем маленький, и он у меня уже залечивался хорошо. Я бы его вылечила, можно так сказать, да, я бы его вылечила. Но так как я лежала, ушел вес, и пролежень обострился и ушел, вернее, уже до кости он у меня есть, да. Я в инвалидном кресле очень часто вот так вот поднимаюсь, потому что, когда я сижу, это сдавливание происходит мышц таза.
и могут образовываться пролежни. И периодически, каждый час нам надо подниматься, вот инвалидам-колясочникам, да, чтобы ослабить нагрузку на ягодичную мышцу. Принять себя в инвалидном кресле, ну, я так считаю, что проще, когда ты молодой, когда тебе там, ну, я не знаю, 20 лет, когда ты только начинаешь свою взрослую жизнь. Потому что, например, когда я сломалась в 36 лет, у меня уже была прошлая жизнь, и я считала ее счастливой. Ну, или это я, наверное, уже потом начала сравнивать, когда я сломалась, да. Жизнь перевернулась на 360 градусов. Может, ну, это я так думаю. И начинаешь себя искать, применение свое в жизни. Ты не находишь, ты впадаешь в депрессии бесконечные. Потом смотришь, например, какое-то видео или в Инстаграме находишь людей, которые уже вышли из этой депрессии после ДТП или там, я не знаю, парни, которые ломают шеи, прыгают, да. Смотришь на них, ну, воодушевляешься ими, думаешь, ну, у тебя должно быть тоже получиться. Вы знаете, что мне было бы тяжело без сына вообще. Даже самые такие мелкие, ну, я не знаю, даже, ну, как сказать, мелкие потребности, например, даже дома, в магазин пойти. Например, я не могу принести еду на коленях. Там, ну, какую-то мелочь, да, но такие большие покупки нет. В машину пересесть теперь с пролежнем мне тоже проблематично, так как я могу еще удариться и еще больше, например, да, себе сделать рану. В ванную пересесть я боюсь сама, потому что у меня пролежень, могу удариться об эту ванну, еще более себе навредить. Мне помогает сын в этом. У папярэдніх выданнях я расказвала гісторыю неймавернага Сашы Аўдзіевіча, стваральніка франшызы «Інклюзіў Барыста», кавярняў, якія даюць магчымасць працаўладкавацца асобам з інваліднасцю. Уласна кажучы, Саша дапамог волі пераехаць у Польшчу і даў працу ёй і многім іншым беларусам і беларускам. Меня вдохновила идея Саши Авдеевича вообще, что он создал этот проект «Инклюзив Бариста» сразу в Минске. Я была там, ездила в гости в это кафе, пила там кофе с ребятами, познакомилась, да. Но я себя не рассматривала баристой в Беларуси, потому что там очень много ограничений для инвалидов-колясочников, для людей с ограниченными возможностями, чтобы даже добираться на работу, да. Но я рассматривала эту работу бариста в Европе. И смотрите, я, ну не знаю, у меня как таковой мечты не было сюда переехать и работать баристой, да. Но сложилось это как-то, я не знаю, наилучшим образом, потому что я поехала к врачу в Лодь, была у врача и следила за ребятами «Инклюзив Бариста» в Инстаграме. Прочитала, что у них будет фестиваль и что они потом хотят открыть кафе и будут набирать людей именно после обучения у них в школе на работу. И вот это меня очень сильно вдохновило, да, чтобы связаться с ребятами, отучиться у них в «Инклюзив Бариста», ну и потом работать у них. Что меня в жизни радует? Хорошая погода, радует сын мой, радует возможность вообще выходить на улицу без ограничений, радуют позитивные люди, радует меня еда вкусная, кофе радует, сладкое. Солидарность меня очень сильно радует, отзывчивые люди меня очень сильно радуют. Даже радует то, если я могу кому-то помочь, например, если обращаются ко мне с помощью. Ко мне обращалась женщина, у которой девочка болеет раком. Она просила, чтобы я зарепостила в Инстаграме, так как у них открыт сбор. Она попросила зарепостить, чтобы продвинулся этот сбор как-то. У адным з наступных выданняў вы зможаце даведацца гісторыю юнай беларускі Дашы, якая захварэла на анкалогію. Мы паразмаўлялі з яе мамай і не змаглі застацца абыякавымі.
В результате того, что у меня болезнь, да, открыли сбор на Байсол. Для чего? Потому что я не могу работать, и мне надо оплачивать квартиру. До того, еще до операции, мне нужны мази, марли, ну, все медикаменты, которые мне закрывают эту рану, чтобы я могла хотя бы сидеть, чтобы вот, с людьми разговаривать, даже то же самое в магазин пойти, например, да. Потом на лекарства, чтобы поднять мою анемию, чтобы сделать операцию более-менее, чтобы она у меня была в норме. Потом после операции мне нужна сиделка, ну и все, я не знаю, те потребности послеоперационные, чтобы закрыть, да. Здесь большие очереди на реабилитацию, но есть платная реабилитация, да. Ну, а платная реабилитация, она стоит дорого, конечно, да. И, ну, не знаю, у меня пока нет такой возможности, например, да. Так что буду стараться, наверное, скорее всего, по очереди пока. Ольга просіць дапамогі не для раскошы. Неабходныя сродкі – гэта не проста лічбы, гэта магчымасць жыць без болю і зноў вярнуцца да працы. Няўжо гэта вялікі кошт, каб уратаваць яшчэ одно жыццё? Хочу выразить огромную благодарность Байсолу, которые вообще открыли этот сбор. Потом хочу поблагодарить людей, которые уже мне помогли со сбором, перевели свои деньги. Хочу поблагодарить тех людей, которые еще помогут мне закрыть этот сбор. Мне нужна шведская стенка для того, чтобы... И шведская стенка с коленоупором встроенным, чтобы я могла стоять и разгружать позвоночник. В общем, спрашивала у хозяина, и хозяин сказал, хозяина квартиры, что могу сделать шведскую стенку и поставить ее вот тут, да? Или на балконе можно еще сделать. Калі вы хочаце падтрымаць нашу гераіню, лістуйце да нас з любога пункту свету, публічна альбо ананімна. А галоўнае памятайце, беларус беларусу, любоў, падтрымка і перамога. Дзе мы разам, там і радзіма. Нагадаю, з вами Валярына і праект «Беларус беларусу». Не так даўно я расказвала вам гісторыю беларускі маладой маці Александры, якая захварэла на рак шэйкі маціцы. Яна была вымушаная патраціць на лекаванне больш за 100 000 даляраў, у выніку чаго апынулася ў пазыках. Яна была вымушана нават распрадаць свою тэхніку. После лечения осталось очень много долгов, которые надо отдавать. Некоторые из них могут ждать, некоторые не могут. Общая сумма долгов за лечение приблизительно около 30 000 долларов. И без этих денег, без этих людей я не знаю, что бы я делала. Я им очень благодарна. И, естественно, очень хотелось бы отдать все эти деньги, потому что люди мне помогли с душой, с сердцем. Очень хотелось бы их вернуть точно так же. Для работы онлайн, конечно, было бы классно иметь ноутбук. К сожалению, свой ноутбук, который у меня был, мне пришлось продать в процессе лечения, когда не хватало денег. И в поисках помощи и во всем остальном вот меня спасал мой телефон, который, к сожалению, тоже пришел уже в негодность. Вся техника, в общем, за период болезни, к сожалению, вышла из строя. На гэтую гісторыю адгукнуліся вы, нашыя гледачы. 5 асобаў прапанавалі фінансавую падтрымку для Сашы, а один чалавек нават прэзентаваў ёй новы iPhone. Я очень сильно благодарна всем белорусам, которые откликнулись на мою просьбу о помощи. Я не ожидала получить эту помощь, тем более от обычных белорусов. Я искала помощь, я надеялась на нее, но то, что столько обычных людей откликнется и будут не безразличны не только финансово, но и просто не безразличны к моей судьбе, им будет это интересно, они будут интересоваться мной, моими детьми, помогать, поддерживать и советовать, куда обращаться, что тоже немаловажно, потому что действительно иногда ты просто не знаешь, куда нужно обратиться, чтобы получить помощь в трудной ситуации. Але пазыкі ўсё яшчэ ціснуць на яе, і Александры неабходная рэабілітацыя. Таму
заклікаю вас долучацца да падтрымкі нашай гераіні. Калі вы хочаце дапамагчы ёй, лістуйце да нас. Гэта можна зрабіць з любога пункту свету, і публічна, і ананімна. А галоўнае, памятайце, беларус беларусу, любоў, падтрымка і перамога. Дзе мы разам, там і Беларусь.